Рейды в отношении мигрантов в России – обычные проверки или рычаг давления? Что на самом деле происходит? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Министр иностранных дел Таджикистана заявил, что Россия, проводя полицейские рейды против мигрантов, не оказывает тем самым давление на Душанбе. Начиная с мая, российские правоохранительные органы задержали и избили сотни трудовых мигрантов, многие из которых были впоследствии депортированы из этой страны. Глава МИД Таджикистана Сираджиддин Мухридин на пресс-конференции 15 августа, отвечая на вопрос корреспондента, сказал, что с учетом высокого уровня многовекторного сотрудничества между Таджикистаном и Россией, давление со стороны Москвы не может иметь места. Мнение о том, что Россия использует трудовых мигрантов как рычаг давления на Душанбе, звучало и ранее. В 2019 году Шукурджон Зухуров, бывший председатель Маджлиси Намаян Дагон, выразив обеспокоенность положением таджикских трудовых мигрантов в России, сказал, что их используют в некоторых странах в качестве рычага давления. Наглядный пример тому — депортация из России десятков тысяч мигрантов за то, что Таджикистан осудил 2 летчиков, арестованных за контрабанду и незаконное пресечение границы. Говоря о проверках иностранных граждан в России, Сираджиддин Мухридин сказал, что правомерность действий властей страны России не вызывает сомнений. Он напомнил о своем разговоре с Сергеем Лавровым, который состоялся в июне этого года, в разгар полицейских рейдов против мигрантов. Мы донесли до Сергея Лаврова нашу позицию о том, что во время упорядочения миграционных процессов российская сторона должна в обязательном порядке уважать основные права и свободы таджикских граждан в этой стране. Эту позицию мы подчеркиваем с нашими коллегами в России на всех уровнях, добавил министр. В дополнение к этому разговору в мае письма своим российским коллегам направил министр внутренних дел и омбудсмен Таджикистана, в которых они выразили обеспокоенность избиением таджикских студентов и массовым задержанием трудовых мигрантов. Официально каких-либо новостей о результатах исполнения этих писем сообщений не было. Некоторые из правозащитников говорят, что, несмотря даже на такую реакцию таджикских властей, ситуация с мигрантами нисколько не изменилась, хотя и по словам проживающего в России таджикского юриста Мухаммаджона Сабирова, после запросов таджикского посольства в ряде случаев трудовые мигранты были освобождены из отделений полиции. По его словам, среди посольств стран Центральной Азии более активными были дипломатические миссии Таджикистана и Кыргызстана. Сабиров уверен, что если бы посольства всех стран Центральной Азии больше реагировали и направляли бы ноты, таких рейдов было бы меньше. Из-за безысходности и отсутствия подходящей работы внутри страны около 1 миллиона граждан Таджикистана ежегодно выезжают в Россию в поисках заработка, а оттуда идут сообщения о притеснениях, избиениях и давлении на мигрантов. Даже если действия правоохранительных органов в России являются правомерным в плане того, что они имеют право выдворять из страны нелегальных мигрантов, но они не имеют права их ловить, жестоко избивать, оскорблять и унижать. Вы согласны? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.